Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии есть необходимость в открытии полноценного отделения психиатрии для детей. Такие выводы сделаны по итогам первого этапа обследования психического состояния здоровья детского населения. Творческий вечер к 150-летию патриарха абхазской литературы, народного поэта Абхазии Дмитрия Гуля прошел в Москве. МИД Абхазии обратился в МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска Адлер. В своем обращении МИД Абхазии проинформировал, что ряд граждан Абхазии сталкиваются с инцидентами при пересечении абхазо-российской государственной границы. В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках, сообщает медиацентр Министерства иностранных дел. Завершен первый этап обследования психического состояния здоровья детского населения Абхазии. Об этом министру здравоохранения Эдуарду Будба доложили детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова и врач-психиатр Гванза Мачваряне. Во встрече также приняла участие уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджоля. Обследование детей проходило с 21 ноября по 2 декабря прошлого года. Всего были осмотрены порядка 70 детей. Среди основных выявленных проблем: отклонения в развитии, поведении, эмоциональное отклонение, склонность к суициду. Как отметила психиатр Оксана Мельникова, результаты показали, что существует потребность в открытии полноценного отделения психиатрии для детского населения. Министр здравоохранения Эдуард Будба отметил важность и актуальность обозначенного направления. Вместе с тем он подчеркнул сложности, имеющиеся в плане организации стационарного лечения для маленьких пациентов. Остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу. Но вопрос требует скорейшего решения, отметил министр. Эдуард Будба подчеркнул, что вопрос организации стационарного лечения детей с психическими заболеваниями будет решаться по итогам второго этапа обследования, который уже начался и продлится до 2 марта. Специалисты будут принимать желающих во всех районах Абхазии, кроме Ткорчавского. В республике вновь увеличилось число природных пожаров. Сухостой и подлесок горят в Гагрском, Ачамчирском и Галском районах. С 26 февраля пожарные боролись с огнем в селах Алахадзы, Бзып, Мук, Маркула, Араду, Кындых, Хяцха, Шишквара. По словам сотрудников МЧС, пламя вплотную подбиралось к жилым строениям. Есть случаи возгорания подсобных помещений по содержанию домашнего скота и сараев. 25 пожарных содействовали в борьбе с природными возгораниями в Ачамчирском районе. Площадь пожаров в Галском районе доходит до 30 гектаров. Быстрому распространению пламени способствует сухая и ветреная погода. Люди поджигают свои участки с целью санитарной очистки, однако огонь выходит из-под контроля в считанные минуты и разрастается до уровня пожара. МЧС Абхазии настоятельно просит прекратить самовольный пал сухостоя во избежание непредсказуемых последствий. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя города Сухум. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюссера. Детали в оперативной съемке МВД. Незаконно хранимое наркотическое средство марихуана в крупном размере изъято у жителя города Сухум Прунчак Дмитрия Латифовича 2003 года рождения. По данному факту в отношении последнего по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело.
Сам же гражданин Прунчак на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством, что установлено в результате обязательного медицинского свидетельствования в Республиканском наркологическом диспансере. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюссера. Гражданин Прунчак на период предварительного следствия санкционирован к подписке о невыезде. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД. За прошедшую неделю сотрудниками подразделения госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1534 нарушения правил дорожного движения, из которых 85 нарушений норм тонирования автостекол. 53 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Комплексные рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности, проводятся сотрудниками МВД регулярно. Детальная информация о совершенных правонарушениях публикуется на официальном сайте ежесуточно. Вечер, посвященный 150-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы, народного поэта Абхазии Дмитрия Гуля, прошел в Москве. В нем приняли участие полномочный чрезвычайный посол Абхазии в России Алхаз Квициня, потомки Дмитрия Гуля и представители абхазской диаспоры. Подробности в материале нашего специального корреспондента в Москве Ноны Кокускир. Для любого абхаза, где бы он ни проживал, имя Дмитрия Гуля значит много. Ведь благодаря ему у нашего народа есть письменность, литература, наука. И во многом благодаря феномену этого выдающегося человека мы не утратили свою национальную идентичность. Вечер в честь 150-летия со дня рождения просветителя патриарха абхазской литературы Дмитрия Гуля прошел в уютном зале мемориального музея Николая Гоголя. Программа вечера началась с показа документального фильма о жизни и творчестве Дмитрия Гуля. В нем собраны уникальные кадры с самим патриархом, а также воспоминания членов семьи писателей и людей, близко знавших его. На вечере о феномене Дмитрия Гуля рассказал поэт-переводчик Денис Чачхали. Для меня он лучше всего выражен в одной фразе Александра Межерова, выдающегося русского, советского поэта, который, находясь в Абхазии на одном из юбилеев Дмитрия Иосифовича Гуля, сказал буквально вот что. Дмитрий Гуля – демиург абхазской мысли. Наверняка, не зная творчества Дмитрия Гуля прямо построчно, но как поэт, сам как философ, Александр Межеров сказал такие вещи слова. Демиург абхазской мысли. Дмитрий Гуля дал возможность читать и писать целому народу вопреки обстоятельствам. И это право иметь свою письменность еще не раз предстояло отстаивать. Выход для абхазского народа – это влиться в грузинский народ, у которого выше культура, классики которого они, абхазские дети, знали наизусть и почти были убеждены. И вот это бериевская, вот это такая вот, вид такого уничтожения невидимого, неслышного, все прочее, сработало. И было тяжело, и действительно никто не мог сказать все-таки, какой будет ответ абхазов. И практически Дмитрию Иосифовичу дали право сказать за весь народ. И Дмитрий Иосифович сказал главное слово, что изменило наше отношение к нашему же языку. И он сказал, давайте останемся на своем. Вот это и решило судьбу абхазского языка в его самый такой тяжелый день. Выступила перед собравшимися журналист Белла Кураглы. Она отметила вклад Дмитрия Гуля в дело просвещения абхазского народа. Говорила о необходимости развития и сохранения родного языка. Ведь наше старшее поколение в немыслимых условиях сумели его сохранить и передать нам.
От семьи Дмитрия Гуля, собравшихся и организаторов вечера, московскую абхазскую диаспору поблагодарила внучка писателя Татьяна Гуля. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого прекрасного вечера, прежде всего Дениса Чичхаля, нашего родного человека. Я говорю от имени семьи Дмитрия Гуля, Марию Гизба, всех наших талантливых певцов и музыкантов за такой прекрасный подарок. Спасибо, низкий поклон вам. Масштаб личности Дмитрия Гуля, охват его деятельности продолжает поражать людей. Трудно осознать, как один человек сумел положить основу всему, что есть просвещение. Я счастлива, что я присутствовала здесь, и мне хотелось бы отметить один маленький, может быть, момент нашего вечера, который произвел на меня очень большое впечатление, именно как на русского литератора. Было сказано самим Дмитрием Гулием, что маленький народ может стремиться и иметь большую литературу. Это так важно, это такие важные слова, которые нам подсказывают о том, что литература, язык спасают народ от гибели. Сейчас это особенно актуально. Отрадно, что постичь феномен Дмитрия Гуля пытаются наши молодые соотечественники. Одна из них – ведущая этого вечера журналист Сабина Адлиба. Ощущение того, что если бы не этот человек, то мы бы не узнали огромное количество, мы бы просто, возможно, имели другую культуру. То есть Абхазия была бы другой, если бы не Дмитрий Гуля, если бы он не вложил такой огромный вклад в эту культуру, и если бы настолько он ее не продвинул, не изменил, если бы он ее настолько не преобразовал. Вот, поэтому ему огромная благодарность на самом деле за то, что я сейчас могу его читать, могу узнать о своей родине больше, хотя я не жила в то время, когда он писал. В этот вечер звучали стихи Дмитрия Гуля. Посредством онлайн-связи одну из них прочел народный артист Абхазии Кисоу Хагба. Концертную программу представили народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба, заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян Эшба, победительница вокального конкурса Алисы Гицба Софа Сакания, юные пианистки, обладательницы гран-при международных конкурсов Лана Адлиба Кая Хуборя, концертмейстер Виктория Иванова, Нона Кукускир из Москвы для абхазского телевидения. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия и Общественный совет при аппарате уполномоченного по правам ребенка объявляют об открытой вакансии сотрудников психологической службы «Детский телефон доверия». Подробности можно узнать по телефону 226 55 53 в рабочие дни с половины 10 утра до 5 часов вечера. Сборная Абхазии заняла первое место в турнире по тэквондо, приуроченном к празднованию Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Турнир прошел 25 февраля в городе Сочи. В нем приняли участие клубы Краснодарского края и команда Республики Абхазия, в состав которой вошел 71 спортсмен. По итогам турнира абхазские спортсмены заняли 28 первых, 10 вторых и 7 третьих места. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 27 февраля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +11, 16. Температура морской воды +11 градусов. А на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.